Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши Пшара. Сегодня в программе. Армия-2021 военнослужащие Министерства обороны Абхазии приступили к подготовке для участия в конкурсе «Саянский марш». Час без света. В республике введены ограничения на подачу электроэнергии. К столетию Лилии Акаба в Абигее начала работу 65-я итоговая научная сессия. 6 апреля президент Абхазии Аслан Бжани отмечает день рождения. Главе государства исполнилось 58 лет. С именинами Аслана Бжани поздравил президент России Владимир Путин. В поздравительном адресе, в частности, отмечается: «Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и в Сочи. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией». Владимир Путин пожелал Аслану Бжани крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. С днем рождения Аслана Бжани также поздравил президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра. Уверен, что братские отношения между нашими странами будут укрепляться с каждым днем все больше, и ничто не сможет лишить нас наших надежд, отмечается в поздравительном адресе. Аслана Бжани с 58-летием поздравил и президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Достойный сын абхазского народа, успешный государственный деятель, ответственный и целеустремленный человек. Вы последовательно и планомерно реализуете шаги, направленные на укрепление абхазской государственности и ее международного авторитета, подъем экономики и культуры, говорится в частности в поздравительном адресе президента ПМР. Вадим Красносельский выразил уверенность, что сложившиеся многолетние отношения партнерства между Приднестровьем и Абхазией, в основе которых лежат исторические традиции дружбы, солидарности, взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться. С днем рождения Аслана Бжани также поздравили глава российского правительства Михаил Мишустин, начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, глава ФСБ России Александр Бортников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава ДНР Денис Пушилин, спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварча, руководители министерств и ведомств Абхазии и общественных политических организаций республики. Абхазская государственная телерадиокомпания присоединяется к поздравлениям в адрес президента Абхазии. Мы желаем вам, Аслан Георгиевич, здоровья и успехов в государственной деятельности. К другим новостям. Военнослужащие Министерства обороны Абхазии приступили к практической подготовке для участия в конкурсе «Саянский марш» в рамках армейских международных игр 2021. Об этом сообщается на сайте ведомства. Абхазские военнослужащие впервые будут участвовать в этих состязаниях. Участники конкурса должны иметь высокий уровень физической подготовки, отличные результаты по стрельбе из штатного оружия, а также освоить программу горной и горнолыжной подготовки. Всего в рамках армии 2021 планируется провести 34 конкурса в 15 странах при участии около 95 стран. Первый конкурс «Саянский марш» пройдет с 14 по 17 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки «Ергаки». В Саянском марше мы впервые принимаем участие. Уже несколько месяцев наши курсанты уже на базе своего института готовятся к этим соревнованиям. Это лыжная подготовка. Вы сами понимаете, что с лыжами у нас немного проблематично, но показывают хорошие результаты и время. Помимо этого, это еще и подготовка по альпинизму. Как говорят их инструктора и те, кто их подготавливает, ожидаем очень неплохих результатов от них. От Минобороны Абхазии принимает 7 человек участие. Это команда и 2 старших. Наша команда уже 7 числа прибудет на место. Это Республика Тува, населенный пункт Кызыл. Там будет разбит палаточный городок. Все необходимое для жизнеобеспечения там присутствует, то есть и быт и так далее. Помимо этого, почему 7 числа, хотя конкурс начинается 18-го, это акклиматизация, высокогорный район. И еще, чтобы участники команд могли изучить маршрут и дисциплины конкурса.
На высоковольтных линиях Гечрипш и Кавкасионе на территории России и Грузии произошли аварии, в связи с чем в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт. Черноморэнерго вынуждено ввело ограничения по всей территории республики на 1 час каждые 3 часа. В ситуации разбиралась Гугуца Вардания. 5 апреля в районе половины 8 вечера отключилась линия Гечрипш-110. Затем в 2 часа ночи отключилась и Кавкасионе. Именно по ним в Абхазию поступает переток из России, организованный на время ремонта Ингургэс. По словам специалистов, причина поломок – перегруз, из-за чего в энергосистеме республики образовался дефицит мощности около 100 мегаватт. Нагрузки нормальные были, мы вписывались. Мы перебираем вот эти 100-120 мегаватт, перебираем впустую. Переток на время ремонтных работ на Ингургэс Абхазия получает по 3 линиям. Кавкасионе, Гечрипш, Шипсо, 220. Кавкасионе обеспечивает переток электроэнергии в восточную часть Абхазии, а Гечрипш, Шипсо, 220 в западную. На данный момент в рабочем состоянии осталась только одна линия ПСО-220. Устранять поломки необходимо сразу в 2 местах. Обеспечить при таких обстоятельствах полноценное электроснабжение республики невозможно. Чтобы обнаружить место поломки на Кавкасионе, энергетики даже решили провести облет линии на территории Абхазии. Но перед вылетом выяснилось, что поломка уже найдена. Авария на Кавкасионе произошла в районе Чуберского перевала на территории Грузии. Сошедшая снежная лавина повалила дерево на высоковольтные провода. Сейчас там ведутся работы по устранению поломки. А это пограничная с Россией подстанция Гечрипш. От нее через ПСО проходит линия 110 киловольт. В настоящий момент, вчера вечером была авария на российской стороне. Поэтому линия Гечрипш выведена в ремонт. Вы сейчас видите, отключен линейный разъединитель. Линия Гечрипш заземлена для доступа российских ремонтников на эту линию. Как только линия будет восстановлена, мы подадим снова переток по этой линии в Абхазию до села Сахара включительно. В связи с тем, что линия Гечрипш из-за аварии сейчас отключена, переток идет только по линии ПСО-220. Ее пропускная способность недостаточна для полноценного электроснабжения. Поэтому на время устранения аварии в Абхазии введены ограничения на подачу электричества. Свет отключают на 1 час каждые 3 часа. Специалисты предполагают, что ремонтные работы на линии Гечрипш займут несколько дней. А что касается воздушной линии Кавкасионе, то продолжительность ремонта зависит от степени повреждений. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В Абиги начала работу 65-я итоговая научная сессия. В этом году она посвящена столетию со дня рождения этнографа, кандидата исторических наук Лилии Акаба. В течение 2020 года под грифом института было издано 11 книг, а без грифа 6. Опубликовано 108 статей, из них 24 на абхазском языке. Конференция продлится до 9 апреля. В общей сложности на ней будет представлено до 50 докладов. На первом дне работы научного мероприятия в репортаже Эсмы Голландзе. Открывая 65-ю научную сессию, директор Абиги Арда Ашуба подвел итоги деятельности института за 2020 год. Подобные конференции Абиги проводит ежегодно, и традиционно в ней принимают участие ученые, академики, аспиранты, преподаватели и студенты АГУ. Нынешняя итоговая сессия посвящена столетию видного ученого-этнографа, кандидата исторических наук Лилии Акаба. О биографии и непростой судьбе семьи рассказала ее дочь Нателла Акаба. В 30-е годы по приказу Берия был репрессирован отец Лили, Хуршид Шамба, и вся семья была вынуждена на долгие годы переехать в Москву. Мама моя очень активно занималась научной деятельностью. В 1944 году она поступила в аспирантуру и закончила ее в 1951 году, защитила диссертацию. Ну, как вы знаете, она занималась этнографией абхазов, и ее работы многие были посвящены ачимчирским абхазам, потому что сама она была все-таки родом из Тхины. В 1954 году, когда не стало Берия и Сталина, многие абхазы стали возвращаться в Абхазию. И мы тоже вернулись в 1954 году, поселились в Сухуми, и мама стала работать в Абни.
В Абиги Лилия Акаба проработала около 50 лет, оставив после себя богатое научное наследие. Она исследовала широкий круг вопросов этнографии абхазов – быт, культуру, семейные отношения, жилище, народное творчество и традиционные верования. В своих работах Лилия Акаба зачастую использовала данные фольклора, языкознания и истории. Сегодня, пожалуй, ни одно историко-этнографическое, кавказоведческое исследование не обходится без ссылок на работы Лилии Хуршитовны. Они прочно вошли в золотой фонд отечественной науки. Своими трудами она достойно и убедительно отвечает на вечные вопросы: кто мы, откуда мы, куда мы идем, абхазы, с чем мы пришли в этот мир, что он нам дал, чем мы интересны себе и человечеству. Научная деятельность ученого-этнографа продолжалась более 50 лет. Акаба отличали яркий исследовательский талант, колоссальная эрудиция и высокий профессионализм. Ее жизнь является предметом бескорыстного служения науке. Кроме этнографии, сферой научных интересов Лилии Акаба была мифология. И как результат, первая научная монографическая работа по мифологии абхазов. Как солидный ученый-этнолог, автор прекрасно осознавала роль и значение мифологии в формировании духовной основы жизни этноса. Для своего исследования она берет самые яркие образы абхазской мифологии, образы Нартова и Абраскила, а целью ставить выявление древнейшего слоя этой части самобытной культуры. Но достигнуть поставленную задачу, естественно, самая сложная ее часть, тем более, когда материал для исследования, кстати, это тоже правда, представлен был тогда, тем более, неполно, можно сказать, даже мало. Но Лилия Хуршитовна Акаба, как сама писала, всегда знала, что сказания абхазов представляют исключительный интерес не только для изучения истории религии этого народа. Они являются также дополнительным источником для исследования, становления и развития человеческой идеологии вообще. В сессии также принял участие архимандрит Дорофейт Бар, выступивший с докладом «Моление у крестов причерноморских адыгов в долине реки Пшада». Архимандрит рассказал, как в первой четверти XIX века французский аристократ Тетбу де Марини совершил несколько путешествий в Черкесию. Его дневниковые записи включают ценный материал об адыгах, их традиционной культуре, укладу и религии. В своих записях Тетбу де Марини иллюстрирует и описывает, как проходил обряд моления адыгов у крестов в долине реки Пшада. Грубо вытесанный крест, сообщает он, вершина которого имеет 3 листика, освещает это место. Здесь нельзя рубить деревья или прикасаться к оставленным предметам. Это охраняемый знак христианства, оставленный их предками. Они не знают, что он означает, имея в виду современников его. Они собираются перед крестом в определенные дни года, когда отмечают торжественные празднества. Только возрасту и благородству представляется право произносить от имени рода молитвы, обращенные к всемогущему. Однако священники, так он называет совершители моления, не составляют у них отдельного класса. И имея на себе только бурку, они подходят к кресту в окружении людей, хранящих глубокое молчание, и возносят молитвы Создателю, прося его сохранить их поля, даровать обильный урожай и уберечь их от чумы. Итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных исследований продлится до 9 апреля. Ученые подготовили более 40 докладов на тему абхазского фольклора, этнологии, археологии, истории, языка и литературы. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В столице Чувашской республики состоялось подписание соглашения об установлении побратимских отношений между Чебоксарами и столицей Абхазии Сухумом. Подписи под документом поставили глава администрации города Сухум Беслан Эшба и глава города Чебоксара Олег Картунов. Делегация администрации Сухума также проведет встречу с представителями деловых кругов Чувашии. В Галском районе практически все избирательные участки готовы к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в республике 11 апреля. Районная избирательная комиссия зарегистрировала 21 кандидата в депутаты. Всего в районе 11 округов и столько же избирательных участков. На всех участках уже вывешены списки избирателей. Всего по городу 530 избирателей, в селах района 329. В день выборов будут вывешены еще и дополнительные списки. Напомним, что в Галском районе выборы в органы местного самоуправления не проходили с 2009 года.
Можно сказать, на 70% мы уже готовы. Списки вывешены, определены участки, где будут проходить эти выборы по селам и в городе. В городе 5 участков, по селам 6 участков. Всего 11 депутатов у нас будет, это 11 округов. Кандидатов 21, 5 женщин. Жители Гальского района 60%. Бюллетени будут розданы в пятницу. Мы готовы провести выборы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 7 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.